Ну вот, дорогие друзья, наступило утро. Очередное наше утро с Марией в палатке. Ну, начинается вот так. Что может быть прекраснее? Чашечка кофе. Казахский шоколад Рахмет. Баян Сулу. Казахский премиумный шоколад. И рыбалка. Утренняя доза адреналина. Сегодня я сижу в таком свитшоте. Ермек мне Юсупов подарил. Рыбак из Казахстана, который единственный, кто смог приехать из Казахстана на своем автомобиле в Жиганск. Первый казах, приехавший в Жиганск. Сегодня у нас 8 марта, Международный женский день. Поэтому поздравляю всех женщин уже с прошедшим 8 марта. Желаю счастья, любви, удачи, здоровья, всех благ. Пусть у вас будет всегда все хорошо, будьте всегда прекрасны, красивы и никогда не болейте. Пусть вас всегда радуют ваши мужчины. Мария будет готовить наши фирменные котлеты. У нее, как видите, здесь есть рядом магазин цветов. Сегодня ей доставили цветы. Да. Вот. Будка, фрукты, овощи тоже есть. Фрукты, овощи тоже есть. Даже яблоки были. Самые вкусные, сочные яблоки. Самые вкусные яблоки, друзья, это на нашей рыбалке на реке Лена. В нашей палатке. Вот. И сегодня приехали гости из Жиганска. Доставили нам кое-какие наши заказы. Мы с Марией сейчас маленечко приготовим еду. И, может быть, пойдем сходим тоже немножко все вместе порыбачим. Повеселимся, в общем. Приходится вот так вот размораживать буры, потому что они перестают бурить, потому что слишком много налипает снега различного, льда, все это намерзает вот таким вот комом. Поэтому вот нюанс рыбалки у нас вот заключается в том, что нужно с вечера разморозить все ножи, шнек, чтоб разморозился для выбрасывания снега. Да и бур мой уже за время эксплуатации уже изрядно потрепался. Тут и ручка мне погнули, и что только с ним не делали. Вот, в принципе, хорошие буры, вот эти вот бураны, но ручка слабоватая, конечно. Со временем она, вот этот шарнир, он приходит в негодность. Видите, как разбалтывается. Но он продолжает бурить. Главное не заламывать бур, правильно прикладываться, стараться вращать обоими руками, то есть стараться держать ось. И тогда будет все нормально. В принципе, любой бур будет справляться с своими функциями. Ну, пытался его отремонтировать маленько, как-то поправить, но у меня немножко не хватает знаний, как это сделать правильно. И поэтому я не смог. И отвертки. Не хватает отверток, которые бы могли это выкрутить, потому что выкручивать его тоже довольно проблематично. Времени абсолютно нету.
несколько дней уже как даже опустить удочку в лунку. Но благо сегодня наступило 8 марта и можно спокойно отдохнуть и порыбачить. Как я люблю этот праздник 8 марта. А люди же не поймут, как это ты приехал на рыбалку и времени на рыбалку нет. Так я не на рыбалке, друзья, я на работе. У меня гости. Уход за гостями важнее всего. Несколько дней тому назад у нас была банька, позавчера. Вчера я гостей возил порыбачить на новых местах. Пока они рыбачили, я, собственно, поехал за дровами. И, в принципе, день у меня закончился на этом. Вся рыбалка, собственно, кто-то подошел, пытается взять. Возможно, это сик. Сдернул изо рта, представляешь? Но если это окунь, он повторно подойдет. Окунь мне не нужен. Вот, Марии нужен сик, друзья. Поэтому сегодня 8 марта. Мы должны сделать ей подарок. Выловить сига. Вот тебе сик. Причем опарыша съели абсолютно полностью. Поэтому придется забрать у него глазик. Прости. Мария сегодня так неожиданно столько подарков получила прям. Ну, я не ожидала, для меня это был обычный мартовский день на реке с заготовкой. Но с утра так прям порадовали, Да. Настроение праздничное появилось. Ну отлично. Мне подарили серебряные обереги. Вау. Одна в виде булавки, другая в виде подвески. Представляете? И это, причем это сделал не я, друзья. Да. Это чтобы меня не сглазили. Какая прекрасная жена у плотников. Хорошо. Так, использую камеру Ясь-52 компакт. Кто спрашивал? Постоянно спрашиваете, Вячеслав, какой камерой ты пользуешься? Говорю официально. Ясь-52 компакт. Компакт, это значит компактный. Окунь, да? Окунь ходит, ага. Хороший окунь, прям вот один. Все, сейчас возьмешь. Рыба совсем не активная, друзья. Вот даже окунь, он как в полуобморочном таком состоянии. Вот я сейчас взял одного хорошего экземпляра. Но он идет абсолютно не сопротивляясь. Вот. Вот такой вот кабанчик. О, леска отвалилась. Ну, она не рассчитана на такие веса, конечно же. Иди, дорогой. Отпустил я его. Нет, в принципе, леска нормально. У меня оторвалось в том месте, где привязана мормышка, неправильно была привязана. Мария нам готовит какую-то вкусняшку сегодня. Что у нас сегодня на обед?
котлеты из щуки. По-мексикански? По-якутски. В общем, гости наши питаются только свежепойманной рыбой. Эту щуку они поймали сами. Мы для них разделали. И сейчас Мария будет это жарить. Котлеты. Прикрутила котлеты и будет жарить. Дорогие друзья, небольшое объявление. Тем, кто желает приехать в этом году к нам в гости в Якутию, объявляю о том, что есть места на осень. Август — это таймень, ленок, сик, щука, окунь, спиннинг. И на первый лед очень много мест, поэтому пишите заявки, подавайте, ждем вас в Якутии. Номер будет здесь. Здрасте. Ну вот, друзья, пришли в соседнюю палаточку с Марией с обеда, в обед, так сказать. Здесь уже рыбачат местные рыбачки. Сегодня 8 марта. Будем всех поздравлять. Так-то мы здесь уже были до утра. Даже поймали вот чего-то. Вот такого окуня зачетного взяли. Ох, жареха будет сегодня вечером. Жареха будет, да, сегодня у кого-то праздничная? Да, не знаю, у кого. Не знаю. В общем, вот перетащили котлет. И надеемся, да, на дегустацию. Надеемся, что всем понравится. Ох, погодь. Котлета рыба, котлета. Котлета. Как тут котлерин? Вот так, видимо, нужно там туда бастать. Туя баттарда. Не, хас, кому илэрät. Сюда бензопила, эрбинер биби болуп жолганы. Тоғран баран. Тоғран баран эрбиёк. Больше ничего нету. Да, Котлет тебе кетті. Котлет алды бит. Котлет алды жоқ. Горячие котлеты. Бәрі ханна ки ханы. Что там блогерді тұрып было? Тек әлді. Видео ұлықтырын бағып Казақ кетірекші тұрды, а? О, казах антақ қайды тұрды. Отоны кетірекші тұрды. Что-то он там стоит. Де. Күнігіне. Зөптен. Видеосъемка идет-то. Здрасте, проходи. А, не закрывай меня. И он, присаживайся. Да? Да. Меня Ермек зовут. Это Лина. Это Лена? А это Лина. А, это Лина. Мужское. Детское имя. Это Никитич. Как рыбалка? Нормально. Тут сегодня вообще не клюет, да? Вообще что-то. Ну, вообще глухо. А так вчера хорошо так клювало. Что поймали? А рыбу видно, нет, в камеру-то? Я сегодня опускался. Да, я хотел с вами позвонить, вообще связь не ловит. А, да? Микрофон? Не, у меня этот, роуминг. А, мегафон вообще дома тоже не дышит. WhatsApp. WhatsApp не работает? Ну, о, прикольно. Есть, спасибо. Что это было? Я там не было. А у него инфракрасный включен, по-моему. Тыш. О, видишь,
Редиска там. Не так показывается. А О, камера, вот. может, запотевшая просто. Да, вот. А, нет, это дно просто, да? Нет. Подсекать надо было. Окунь плавает. А? Подожди. Что-то мою камеру дергает. Это я, что ли? Я думаю, что тебя дергает? А нет, вот. Это... Есть. Ничего себе, лопушара. Ну, вообще страшный окунь, блин. Страшный окунь. Это почти размером с блесну, да? Да, с размером с блесну прям. Кинул, видишь. Кстати, блесна, по-моему, вот новая блесна, которая вот северные мастерские, киллер называется. Киллер. Киллер. Что, есть рыба? Нет, нет рыбы. Окунь один плавает. Один? И то поймали. Да, может, да, кстати, его и поймали. Идем к рыбачкам. К рыбачкам идем. Сейчас возьмем интервью. Возьмем интервью у рыбачек местных. Не уходите, рыбачка. Расскажите, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, как клюет. Сейчас палатку перейдем. Ну как, рыбалка? О, что-то есть, да? Когда я подходить начал, сразу клевать начало, да, как будто? О! Окунь. Первая рыба, да? Первая рыба Вообще не клюет, да? Ну мы камеру смотрим, тоже не клюет. Хотя вроде рыба есть, но не клюет. Ну, друзья, сейчас пообедаем и, собственно, поедем искать рыбу, наверное. Это явно меньше. Где-то 3,5, наверное. Начально. Нету патпа. А так, когда большой, вот вообще прям над головой появляется. Сейчас северное сияние такое небольшое было. Тут Было, не видела. Для меня это тоже очень классно здесь. Ну, вот, Первый раз в жизни видеть. вот камера видит, а когда вот глазами смотришь, как будто это... Это ночной это Да, стоит, да? на телефон просто. Я вчера чуть не успел. Сегодня подготовлю камеру. Фотоаппарат подготовлю. Я снимала как-то. Сейчас покажу-ка. Сегодня этот... так что, может, поедем, побудемся тогда или что, где-нибудь там? Да, давай, поедем. Ну да, сейчас я снегоход прогреюсь. Ага. Вот. Ну вот, друзья, вот такие у нас сегодня рыбачки, рыбаки. Ну, как поняли, Иннокентия уже многие знают, он со мной рыбачит, коллега мой. Сейчас мы с Ермеком поедем искать уже более серьезную рыбу, поэтому не переключайтесь. Погнали, завожу снегоход, прогреваюсь и гоу. Ну вот, друзья, с Ермеком выехали на поиски рыбы. Он уже тут щуку поймал. Вот, Ермек уже тут поймал щуку, как только пробурили. Сначала съездили туда, где я с Григорьевичем по осени проезжал на аэролодке. Заприметил там такую ямку хорошую, точку поставил.
Приезжаем, я ручным буром раз решил проверить. Хорошо мотобуром не стал. Ручным раз. Хопа, песочек попали. Ну, ямка пересохла. Потом ехали сюда, в одном месте пробурились. Там глубина всего 20 сантиметров. И сейчас вот такое место нашли, глубина 1,5 метра. Ну, вроде как рыбка есть. Давайте попробуем порыбачить. Ермек рыбачит на щуку преимущественно. Ну а мы давайте половим сига. Опа! То ли окунь, то ли окунь идет. Такой кушара. Мощный. Ага. Кто-то идет. Отвалился в лунке уже. Горбач, а? Горбач хотел уйти. Такой не такой вот окушок. Травмированный уже видно. Вот. В детстве, наверное, получил травму. Опа. Леску стравливаю потихоньку. Кто-то хороший идет. А, мелкий. Мелковато окунь, отпусти. Оба, хоп. Стоять. Опа! Есть окушочек.
ты чё? Опять сидит. Не успела приманка опуститься. Прям на лету хватает. Стая окуня, что ли, подошла? Ну что, хороший. Хороший. Заберем. Ну, друзья, что-то подзамерз я. Ветер сегодня такой северный дует. Ермеком сегодня наловили. Да. Ты окуня взял, да, тоже? Да, здесь. Двух. Ух ты, один хороший вообще. Не, откуда? Нормально, да? Да, неплохо. Ну что, друзья, вот такая была сегодня рыбалка у нас. Вечером, возможно, еще будет готовка. Так что вот так вот. Ну вот, друзья, пришел в палатку и обнаруживаю, что здесь большое скопление рыбы. Сороги. Сейчас мы с Марией будем кушать и ловить сорогу. Вот одну я даже вытащил, живая она лежит. Такая, знаете, вот с ладошку такая. Хозяюшка моя что-то здесь готовила. Жареная рыба Ух ты! с рисом. Светиться скоро будем от счастья, да, солнце? Ешь то, что готовит. Не надо мне тут намеками говорить. Ух ты, вот эта поклевочка. Прям хороший кто-то идет. Тут сороги такие батоны подошли просто. Ух ты, вот эта сорогина. Прям в ладонь. Вот. Сорогу будем жарить, Мария? Не знаю. Ладно, я шучу. Сегодня точно нет. Клев такой, знаете ли. О, хорошая сорожка. За солями подвели. Ух ты! Классно прям. Классная сорога. О, вот это батоны. Такие вот. Хорошая сорога. Оба.
есть. Идет, родная. Хорошая прям. Палаточки рыбачить. Вот что так не рыбачить? Тепло, комфортно, не дует. Смотрите, икряные. Хорошие сороги, прям икряные. Благодать. Как ж тепло, хорошо в палаточке после морозного льда. Ух ты, хорошая, прям идет. Ух ты, прям еще больше, все больше и больше сороги размера. О, вообще батон, смотрите какой. Пол таза занял. Ну, а мы это сейчас их засолим сразу. Прям сейчас подзасолим. Еще выпалило. Ой, уже там сидит, оказывается. Вообще не дают поесть. Надо закрывать, короче, лунку и начинать есть. О, вот это да! Вообще классная рыба. Все, Мария, сейчас будем с тобой рыбачить. Кушаем и рыбачим. Я пока не буду забрасывать, потому что, ну, не дают есть абсолютно. Ну все, друзья, на этом я прощаюсь с вами. Рыбалка с Марией будет уже отдельный сюжет, поэтому пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Всех еще раз с прошедшим праздником, с 8 марта. А также сообщаю о том, что в моих сообществах ВКонтакте Клевая рыбалка и Клевая рыбалка лайв очень классно. Присоединяйтесь, все ссылочки будут в описании под роликом. А самое главное, там выходит раньше контент. Все ссылочки будут в описании под роликом. Всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока.